Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы запускаем новый телевизионный проект, в котором будем освещать все важные вопросы, всю международную повестку вокруг Абхазии. Нас интересуют любые международные события, которые прямо или косвенно касаются нашей республики. Под прицелом нашего внимания будут самые важные и вызвавшие ажиотаж публикации, высказывания, мнения экспертов, политиков и блогеров. Намерены отслеживать все материалы, видео, тексты, фоторепортажи и интервью, в которых упоминается Абхазия, которые влияют на имидж нашей страны в той или иной степени, также наша задача. Словом, цель этой телевизионной передачи – не упустить ничего, что творится вокруг Абхазии. Анализ всем событиям вместе с нами будут давать наши ученые, политологи, историки, журналисты и публицисты. Вместе мы постараемся разобраться и понять саму суть событий, которые происходят вокруг Абхазии. Итак, начнем. В последнее время вокруг Абхазии, особенно в некоторых российских общественно-политических кругах, возобновилась риторика о всяких формах включения нашей республики в состав России. Пожалуй, самое яркое и экспрессивное заявление сделал славящийся такими высказываниями лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Он предлагает создать Российскую конфедерацию и включить в ее состав ни много ни мало Белоруссию, Абхазию, Южную Осетию, Приднестрово-Молдавскую республику и Донбасс. По мнению Жириновского, начинать следует с Белоруссии, потому что, цитата, «у нас будет гражданский брак, но тогда лучше уж обычный брак, чем гражданский, где и та, и другая сторона не чувствуют себя хозяином положения. А так они перейдут на внутренние цены, зарплата повысится, сбыт улучшится. Белоруссия станет частью мощного государства», заключил Жириновский. Подобные заявления российский политик сделал как бы в ответ на ряд статей в американском журнале Foreign Affairs «Иностранные дела», в которых активно поднимается вопрос событий в Белоруссии. Уже заголовки статей говорят о многом. Будет ли Белоруссия следующей Украиной? Что на самом деле Россия планирует по Украине? И так далее. Характер риторики американских авторов вдохновил Жириновского пуститься в размышления о том, что необходимо создать Российскую конфедерацию и к 85 существующим объектам Российской Федерации присоединить Республику Абхазия, Республику Южная Осетия, Республику Белоруссию и, конечно, Донбасс. Слово «республика» везде отпадет, заявил Владимир Вольфович. А по статусу эти субъекты будут где-то посередине между независимыми государствами и частью единого государства. Другая подобная инициатива исходит от недавно образовавшейся партии «За правду», возглавляемой писателем Захаром Прилепиным. В частности, в программе партии предлагается закрепить в Российскую Конституцию норму, позволяющую присоединить к России любую территорию, 75% населения которой проголосовали за вхождение в состав России. Мы выступаем за немедленное признание ДНР, ЛНР, ПНР и по результатам референдумов включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное по результатам референдумов присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ, говорится в программе партии Прилепина «За правду». Да только правда в том, что решение о проведении таких референдумов должно приниматься внутри перечисленных субъектов права, а не партии Прилепина. Это лишь часть подобных заявлений, риторика которых по сути общая. Конечно, на нее есть ответ официальных лиц и представителей государства. В частности, отреагировали на подобные заявления парламент республики и Министерство иностранных дел. Вот, к примеру, заявление главного внешнеполитического ведомства страны. Республика Абхазия с 1993 года является суверенным независимым государством. Суверенный политический статус Абхазии закреплен в Конституции 1994 года и в принятом в 1999 году по итогам всенародного референдума акте о государственной независимости. После признания Российской Федерации независимости Республики Абхазия в 2008 году отношения между двумя странами строятся на договорно-правовой основе и носят союзнический характер. Союзнический характер абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечивающий безопасность и экономическое развитие абхазского государства, в полной мере отражают волю народа граждан Республики Абхазия. При этом Республика Абхазия с уважением относится к свободному выбору граждан тех или иных государств в пользу вступления в состав другого государства или межгосударственного объединения, говорится в заявлении МИД. Ну а сейчас мы хотим связаться для обсуждения этой темы с ученым, общественным деятелем, экс-министром иностранных дел Абхазии Вячеславом Чириковым.
Вячеслав Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Только что в передаче я привела примеры заявлений, которые сделали лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин. И суть этих заявлений сводится к тому, чтобы в том или ином качестве включить Абхазию в состав Российской Федерации. Как бы вы прокомментировали данные заявления, Вячеслав Андреевич? Ну, разные люди, естественно. Захар Прилепин – это писатель, довольно успешный писатель, как я понял. Ну и там основатель какого-то движения, сейчас, кажется, в партию преобразовывается, «За правду», если не ошибаюсь. Вот. Но высказал частное мнение о том, что вот, ну, он работает в основном на таком вот, сказать, на поле вот такого, ностальгии по Советскому Союзу, воссозданию вот, величия, мощи государства. Вот, так что это, я думаю, объясняется этим, как и высказывание Проханова писателя также. Вот. Ну, конечно, другая история немножко. Это, конечно, Владимир Владимирович Жириновский. Это очень ветеран российской политики, очень умный политик, очень опытный политик. Но в то же время, который характерен очень часто эксцентричными заявлениями. Вот. Вы помните, когда он предлагал включить Абхазию в состав Краснодарского края, как район, Абхазский район. Вот. Насколько можно серьезно комментировать такие выступления или реагировать на них, я не знаю. Но, конечно, я считаю верным, что была реакция со стороны МИДа Республики Абхазия, очень четкая, недвусмысленная, 11 сентября этого года, а также было заявление парламента Республики Абхазия, вот, где в вежливой форме сказали, что, в принципе, вопрос статуса Абхазии решен раз и навсегда, государство Абхазии необратимо. Это суверенное государство, которое не будет частью другого государства, поскольку запрещает закон это. Даже у нас есть поправки к законам, которые запрещают референдум даже о изменении политического статуса Абхазии. Поэтому с точки зрения закона мы защищены. Кроме того, у нас же и отношения Российской Федерации, отношения весьма, я бы сказал, оптимальные, поскольку я никогда, вот, общаясь с руководством МИДа, высшим руководством, никогда не слышал никаких поползновений с точки зрения того, что вот почему бы вам не войти куда-то. Нет, никогда в жизни этого не было. Наоборот, в договоре 2014 года, подписанном президентом Абхазии и России, говорится, вот статья 4 о том, что Российская Федерация будет всемерно способствовать укреплению международных связей Республики Абхазия, включая расширение круга официально признавших ее государств. О чем это говорит? О том, что Россия обязуется, наоборот, способствовать укреплению государственности Абхазии и независимости Абхазии. Поэтому с точки зрения и совместных договоров у нас также, мне кажется, оптимальная ситуация, которая ни о чем другом не может говорить. Абхазия признана Российской Федерацией как независимое суверенное государство. Это никем, ни в России, ни в Абхазии не оспаривается и является перманентной политикой. Конечно, мы относимся с уважением к нашим братским республикам, которые хотели бы войти в состав Российской Федерации, прежде всего Южная Осетия. Это ее право, святое право, это ее выбор, поскольку на той стороне хребта находится Северная Осетия, их братья, и было бы логично объединиться этим двум частям единого народа. Вот. Но, с другой стороны, видите, даже и там проблемы, ведь Россия же не идет навстречу этому, поскольку это вызовет очень большие международный отклик такой негативный, будут обвинения в аннексии и так далее. Поэтому даже там, где население хочет войти в состав Российской Федерации, там это не происходит. Поэтому мне кажется, что не нужно очень резко и остро реагировать на высказывания и писателей некоторых, тем более те, которые хотят себя как-то свою нишу найти в российском политическом пространстве. Ну и также ветеран политики российской, вроде Жириновского, который все-таки он характерен своими эксцентричными высказываниями, и на каждое из них реагировать, я думаю, это сложно. Кстати, я помню, во время войны 1992 года Жириновский, я смотрел канал Евроньюз, он, в интервью каналу Евроньюз он сказал о том, что Грузия напала на Абхазию, что она уничтожает абхазский народ и что необходимо его спасать всем мировым сообществом. Так что это
друг Абхазии. Единственное, что, конечно, бывает иногда у него такие всплески эмоциональные, но я думаю, что нужно к этому относиться спокойно. Как часть такого его политического имиджа, вы это хотите сказать? Все вот высказывания, они, конечно, направлены на внутреннюю публику, на внутренний электорат, внутреннюю аудиторию, не вовне. Поэтому и здесь тоже нужно это понимать, мне кажется, относиться к этому спокойно. Спасибо большое. Как вы считаете, Вячеслав Андреевич, почему в последнее время так участилась эта риторика, связанная с включением Абхазии в состав России? Я не знаю, чем это объяснить. Надо, наверное, спросить у этих людей, кто это говорят. Вот. Но это иногда бывает время от времени такие всплески. Я помню, это было и раньше иногда. Вот помните, вот, предыдущие годы, и за этим ничего не последовало. То есть искать в этом какую-то здесь и тенденцию политическую тоже, мне кажется, рановато. Хотя, конечно, между Абхазией и Россией существует постоянный процесс переговоров, вот, и адаптации законодательства. Вот сейчас такой процесс гармонизации законодательства. И мне кажется, здесь очень много возможностей для действительно прогресса в этом отношении, с учетом интересов, конечно, обеих сторон. Вот. Но чем вызвано именно вот нынешнее такой всплеск вот этого присоединительского такого ража, я не знаю, честно говоря, и я бы относился к этому спокойно, потому что это не отражает официальную позицию Российской Федерации. Это самое главное, мне кажется, потому что иначе мы бы нашли бы явные сигналы того, что и через МИД, и через другие структуры, что что-то должно произойти. Вот этого, мне кажется, нет и не видно. Я сомневаюсь, что это будет, потому что Россия не собирается никого насильно к себе присоединять. Если мы посмотрим на ситуацию с Крымом, то там была совсем другая ситуация. Все население Крыма считалось россиянами, российскими гражданами и русскими, этнически русскими, большинство. Там, конечно, есть и татары, там есть и украинцы, конечно, многонациональный народ Крыма. Тем не менее, большинство населения высказалось за присоединение к России. Это другая ситуация. Здесь у нас независимое государство, признано Российской Федерацией и другими государствами. Вот, мы расширяем свою внешнеполитическую деятельность, мы укрепляем свои позиции. Конечно, было бы хорошо, если бы мы еще экономически окрепли бы, это было бы просто замечательно, но что-то мешает нам сорганизоваться. Вот мы, к сожалению, мы очень сильны, когда беда происходит, мы очень хорошо организовываемся. Вот. А вот когда мир, вот мы как-то немножко даем слабинку. Это минус. Вот, чем слабее мы, тем легче нами манипулировать кем-либо извне. Поэтому я думаю, что наш интерес сделать экономику Абхазии и социальную сферу Абхазии более сильной, более благополучной. Вячеслав Андреевич, даже если не касаться заявлений политиков, экспертов, ученых, общественных деятелей, я знаю, что существуют и досужие разговоры о том, что якобы включение Абхазии в состав России – это нечто неизбежное. Что бы вы на это ответили? Я бы сказал, что неизбежно, что за днем последует ночь, а за ночью день. Что после осени будет зима, а после зимы будет весна. Вот это неизбежно. А все остальное находится в руках людей, в руках лидеров этих людей, обществ, политической воли, желания. Поэтому вот ничего неизбежного нет в этом отношении. Вот я считаю, что это даже невероятно, что если это произойдет. Вот я лично в это не верю. Хотя я не отрицаю возможности, отвергаю возможности каких-то интеграционных процессов, более таких глобальных, да, вот, ну, их много было, вот, предложений, скажем, при развале Советского Союза казахский лидер Назарбаев предложил создание Союза евразийских государств. Мне кажется, была очень такая здравая идея, никто ее не поддержал, к сожалению. Создали СНГ, вот, довольно рыхлое образование, вот, но можно было создать некоторое образование, на самом деле, по типу Европейского Союза, где и огромные страны, типа Германии, Великобритании, вот, и малые страны, типа Лихтенштейна, там, Норвегии, Дании, они себя чувствуют вполне комфортно, и все выиграют от такого экономического и культурного, так сказать, интеграции. Вот, поэтому вот против такой интеграции, мне кажется, никто в Абхазии не будет против. Вот, и в этом даже, мне кажется, интерес Абхазии, чтобы стать частью такого некоторого более глобального проекта, где каждый, сохраняя свой суверенитет, свою независимость, тем не менее будет являться партнером в вот таком содружестве экономическом, политическом, так сказать, оборонном плане также и в других отношениях. Здесь, мне кажется, как раз было бы интересно.
Вот. А вот об вхождении Абхазии в другую страну, я думаю, что это, я не верю, что это возможно. Спасибо большое, Вячеслав Андреевич, за ваши комментарии и ответы на наши вопросы. Пожалуйста. Спасибо. Переходим к другим темам по следам так называемой встречи в Илоре и передачи иконы Богородицы из Грузии в Абхазию. Напомню, что в конце лета лидер грузинской партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили пересекла границу Абхазии с Грузией по реке Ингур, посетила Илорский храм, в который привезла икону Богородицы. Вот, кстати, и фотография Ирмы Инашвили с иконой в храме. Эта акция возымела резко отрицательное отношение в Абхазии, хотя многие и справедливо отмечали, что приезд в Абхазию нескольких грузинских политиков и привезенная ими икона, кстати говоря, написанная одним из участников партии, вряд ли может знаменовать собой начало подпольных грузино-абхазских переговоров. Однако особенно интересно то, как отреагировали на это событие в самой Грузии. Любопытна в этом плане статья грузинского публициста и журналиста Тенгиза Аблоти, опубликованная на сайте «Эхо Кавказа». Под заголовком «Илорское позорище» грузинский журналист пишет о том, что партия «Альянс патриотов Грузии», которую представляют августовские дарители иконы Инашвили и ее сопартийцы, это пророссийская, значит, далеко не популярная в Грузии партия. По словам Аблоти, думают подобные люди так: будем вести себя хорошо, Россия вернет нам Абхазию и Южную Осетию. Как бы не так, заявляет сам журналист. Цитата. «Российская власть говорит открыто, прямо и на всех уровнях, включая самый высокий. Грузии надо смириться с новой реальностью. На простом общегражданском языке это означает: о возвращении земель даже не думайте. Этот вопрос решен окончательно и обсуждению не подлежит». Тенгиз Аблоти уверен, акция Альянса патриотов Грузии – это был предвыборный пиар. Цитата. «Лучший способ повысить свой рейтинг в преддверии выборов – показать своему избирателю их особые связи с абхазами и тем самым намекнуть: если будете за нас голосовать, придем к власти, будем хорошо себя вести, и тогда, ну вы уже поняли, что тогда», пишет Аблоти. А дальше он откровенно смеется над той пощечиной, которая получила эта акция, а именно показательному возвращению иконы в Грузию. И продолжает: «Меня трудно заподозрить в симпатиях к абхазскому сепаратизму, но, признаюсь, он у меня вызывает большее уважение, чем убогие православно-совковые грузины, которые кроме отвращения не могут вызвать ничего. В отличие от наших попрошаек, у абхазов есть свои принципы, и они не боятся отстаивать их даже перед Кремлем». Дальше Тенгиз Аблоти пишет о том, что абхазские принципы неправильные и вредные, и в конечном итоге ведут абхазский народ в тупик. Но все это мы уже слышали и не ново. А вот следующее заключение грузинского публициста вполне себе заслуживает внимания с нашей стороны. Цитата. «Абхазам все равно, какое тут у нас государство, какая у нас судебная система и сколько небоскребов построено на Батумской набережной. Им плевать на то, что вы им предлагаете. Им нет дела до того, будет ли Грузия членом НАТО или Организации Африканского единства. Их беспокоит только одно. В 1991 году на территории Абхазии их было 17%, а грузин 45%. Их национальная стратегическая цель – не допустить возвращения этой реальности, и изменить их мнение не смогут ни российские кураторы, ни опасность поглощения Абхазии России, ни еще пара сотен стеклянных дворцов в Батуми, ни тем более дешевые понты вроде иконы в Илоре. Никакой дружбы и братства между грузинами и абхазами восстановить не удастся по той причине, что восстановить можно было то, что существовало, а братства между нами никогда не было, по той же причине, по которой не может быть дружбы и любви между двумя женщинами на одной кухне. Вот такое вот откровение. И думается, таких еще будет много. А на этом у меня все на сегодня. Будем держать руку на пульсе и следить четко и неусыпно за тем, что творится вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.